14 июня в Хангаласском улусе состоялся Исех Аркени, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В основе церемонии открытия древние обряды народа Саха, воссозданные по изображениям на малтанской шкатулке XIX века. Среди почетных гостей праздника потомки выдающегося якутского ученого-этнографа Гаврила Ксенофонтова из Санкт-Петербурга. Смотрите репортаж с места событий. Исех Аркени традиционно прошел в местности Ортодойду. В этом году, благодаря программе поддержки местных инициатив, здесь возвели 2 трибуны с навесом, каждая вместимостью до 500 человек. Кроме того, власти района выделили средства на установку кругового ограждения территории и обновление главной церемониальной и малых сцен. Комплекс Ортодойду планируют обновлять ежегодно. Церемония открытия началась с театрализованного представления, основанного на сюжетах малтанской шкатулки. В этом году мы торжественную церемонию открытия нашего национального праздника Исех Аркени подготовили в 3 блока. Первая часть – это театрализованное представление, вторая часть – это ритуально-обрядовая часть, ну и третья – официальная, торжественно-протокольная часть. В театрализованной части мы предусмотрели один момент – сюжет малтанской шкатулки, которую Прокопий Романович Наговицын, наш известный краевед, историк, со своей экспедицией Эль-Ляяды, они нашли шкатулку на этой земле, хангаласской земле, на долине Аркени, в местности Малтаны, вот шкатулку 19 века. Ну, нашли эту шкатулку в 2010 году в Малтанцах, местность Тагатте. Это 10-й год был. И показал это место фронтовик Игорь Егорович Криллин. Потом это их семейная реликвия, получается, у них хранилась это на Эток, на поселении, где они жили. И вот они передали в Национальный художественный музей. Она сохранилась, ну, она разбитая, конечно, но все сюжеты там видны, и она из мамонтовой бивня. Это начало и конец 19 века, начало 20 века. В Якутии начиналось вот развитие кострезного искусства. Шкатулка изначально была сделана из пластин из мамонтового бивня, на каждой из которых изображены элементы древнего Исеха. Женщины в зимних одеяниях, лошади, ураса, посуда для кумысопития. Там самое главное – это 5 женщин, которые изображают зимние месяцы, ну, в зимней одежде. И когда они снимают эту одежду, начинается лето. Это начало церемонии Исех, получается. И там есть 3 лошади, привязанные на коновязи, и есть эта посуда кумысная, и ураса есть там. Мы в качестве декорации вот это все сделали. Этот ураса, Семир, Гиттер, вот эти 5 женщин, плюс у нас там Сергей, Тык-Долга. И от урасы прямо к Тык-Долга идет Ситибе. Он олицетворяет время проведения Исеха, то есть когда 21 июня, день солнцестояния, древние наши предки
часов тогда не было, они смотрели по тени, по солнцу. Когда тень наступит ровно прямо по этой линии, тогда наступает время исеха, время обряда. Все это мы предусмотрели на нашем театрализованном представлении. Участниками стали наши самодеятельные артисты с немигюнского наслега, сулаханского наслега, жерского наслега. Наши мастерицы, все эти одежды они сами шили, начиная от семи регита, заканчивая шапкой. Все в комплекте наши дорогие мастера. В церемонии открытия приняли участие и передовики сельского хозяйства Улуса Михаил Павлов и Роман Куприянов. В этом году Михаил Павлов стал лауреатом ежегодной республиканской премии «Человек труда», а Роман Куприянов удостоился государственной медали за труды по сельскому хозяйству. Роману Куприянову выпала честь, удостоенному высшей награды Российской Федерации, удостоена честь первым испить и предоставить главе, исполняющему обязанности главы муниципального района Хангаласский улус Андрееву Василию Емельяновичу наш обрядовый напиток кымыс. А второй, Михаил Павлов, он вручал символ исеха ытык-доха нашему главе. На открытии ИСХ-Эркене также отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сводный хор Хангаласского улуса исполнил 2 композиции – песню «Эйджол» о мире и благополучии, а также уже полюбившуюся хангаласцам «Махтал-Ирета», посвященную памяти первого президента Михаила Николаева. С первых рядов за открытием наблюдали почетные гости, среди которых ветераны тыла, дети войны и участники спецоперации. Для них после церемонии открытия исполняющий обязанности главы района Василий Андреев организовал званый обед в своем тюльге. Среди приглашенных была 92-летняя Дарья Федорова, ветеран тыла и труда из села Улаханан. В годы войны она трудилась помощницей пастуха, а позднее была удостоена знака «Лучшая телятница Якутской СССР». Очень понравилась мне церемония открытия ИСЭХа. Намного лучше, конечно, чем в старые времена. На ИСЭХ меня привезла дочка, чтобы я насладилась этой атмосферой. Очень рада, что я сегодня здесь. Также среди почетных гостей ИСХ-Эркене были внук и правнучка выдающегося якутского ученого Гавриила Ксенофонтова Михаил и Анастасия Ксенофонтовы из Санкт-Петербурга. Имя Гавриила Ксенофонтова широко известно не только в Улусе, но и далеко за пределами республики. Он был представителем якутской интеллигенции, активно исследовавшим историю и фольклор якутов, эвенков и бурятов. Среди его наиболее известных работ «Уранхай Сахалар», очерки по древней истории якутов, Эллияда и шаманизм «Избранные труды». Михаил и Анастасия узнали о своем выдающемся предке лишь 7 лет назад. Эта история открылась случайно. Муж одной из их родственниц нашел в букинистическом магазине книгу Эллияда и, заинтересовавшись фамилией автора, купил ее. Так началось знакомство семьи с забытыми страницами их прошлого. По словам внука Михаила, его отец лишь немного рассказывал о знаменитом деде, поскольку Гавриил Ксенофонтовых был в списке репрессированных. Посадили же, репрессировали деда. Вот. И я так подозреваю, что вот это вот оно с отцом осталось. То есть он рассказывал крайне ограниченные сведения. Поэтому мало я знаю. Но, естественно, что-то уже забылось. В течение 2 лет они планировали поездку в Якутию и, наконец, ее осуществили. Первый день пребывания в Якутске Ксенофонтовы приняли участие во встрече с общественностью в историческом зале Национальной библиотеки Якутии. Далее их путь лежал в Хангаласский улус, на историческую родину семьи Ксенофонтовых. Первым делом они посетили районный ИСЭХ, который произвел на них сильное впечатление.
А мне все. То есть вот с самого начала и до самого конца, когда люди встали в круг, да, танец, я не знаю, как он называется, замечательно. Просто вот сами, без всяких этих самых принуждения, чтобы подталкивали. Сколько там этих кругов, то 2-3 было, не поместились все. И люди танцевали. Ну, в центральной России, ну, может быть, просто я не попадал, я не видел вот такого праздника. Меня удивляет тот момент, что этнография и фольклор, меня это все интересовало еще до того, как я узнала про такого прадеда. То есть это, видимо, как-то на каком-то уровне, да, через года, через такие километры это как-то передается. И я здесь, конечно, ну, у меня от всего мурашки. Я слышу музыку, у меня мурашки, я вижу ритуалы, мне плакать хочется. На этом визит в Хангаласский улус для Ксенофонтовых не закончился. Далее они побывали в городе Покровске в музее имени Гаврила Ксенофонтова, а также в Титарынском наследии, где проживала семья Ксенофонтовых. Посетили музей, названный в честь их семьи в селе Чкалов. Конечно, не обошлось без посещения знаменитых Ленских столбов. Для Ксенофонтовых также был устроен торжественный вечер, на котором внуку Михаилу вручили звание «Почетный гражданин Титарынского наследия». Якутское гостеприимство и глубокая память о их выдающемся предке произвели неизгладимое впечатление на Михаила и Анастасию. Они пообещали непременно вернуться в Якутию. Возвращаясь к атмосфере праздника, стоит отметить, что в этом году СХРКени продлился один день. Традиционно прошли соревнования по национальному многоборью Хангыл Баутурдар, а также конкурсы запевала Сохая и исполнителей Тоюк. Состоялся и конкурс чтецов «Сердце солдата». Завершился праздник масштабным гала-концертом улусного фестиваля смотра «Победа. Честь. Память».